уже завтра сюда, в Нижний Бестях из Алдана, прибудет первый пассажирский поезд. Без преувеличений. Этого события жители республики ждали не один десяток лет. О развитии железнодорожного сообщения в республике мы поговорим с генеральным директором компании «Железные дороги Якутии» Василием Шимохиным. Василий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в первую очередь разрешите поздравить вас с этим знаменательным историческим событием. И нашу беседу я бы хотела начать с того, что компанию «Железные дороги Якутии» вы возглавляете с 2005 года. Довольно-таки большой срок, вот уже 14 лет. И вот для вас, как для руководителя, что означает в первую очередь это событие? Ну, спасибо за поздравления. И для меня поздравления, и для нашего коллектива. Спасибо за это. Что означает строительство этой дороги для меня лично? Безусловно, я приехал молодым специалистом 34 года назад, в 1985 году, на станцию Беркакит, где начиналась вот эта стройка. Всесоюзная ударная комсомольская стройка Беркакит Томот Якутск, или как мы ее называли тогда по сравнению с БАМом, Амуро-Якутская магистраль. И вот с 1985 года по 19 год, 34 года я работаю на этой дороге. Для меня это фактически вся моя жизнь. Здесь мои друзья, здесь выросли мои дети. И в прошлом году я уже вышел на пенсию, но тем не менее я нахожусь здесь, на стройке, и работаем, и продолжаем строить. Поэтому, если коротко сказать, эта дорога для меня вся моя жизнь. И завтра вы вспомните, наверное, свою молодость. Ну, безусловно, мы вспомним молодость и как с точки зрения ветеранов. Ребята приедут, те, которые мы начинали в 1985 году, едут в поезде ветеранов и приедут сюда. И вспомним, так сказать, в культурной программе будут легендарные самоцветы, которые пели песни нашей молодости, комсомольской молодости, тот задор, с которым мы строили. Ведь в 1987 году была акция, большая акция на строительстве Амуро-Якутской магистрали, 70 километров просеки на этой дороге к 70-летию комсомола. В прошлом году мы столетие комсомола отпраздновали, а 70 километров просеки посланцы со всей республики в 1987 году вырубили. И вот многие из тех ребят, которые рубили эту просеку и работали тогда, будут завтра, конечно, мы вспомним наши те годы, не так далекие, но тем не менее это хорошая история. Ну, Василий Владимирович, вы уже немного окунулись в историю, сказали, что дорога эта строилась 34 года. Вот в связи с этим хотелось бы спросить, а оправдаются ли надежды и ожидания якутян? Не, безусловно. Дорога строилась, конечно, тяжело, как и вся последнее время. Дорога пережила ту же судьбу, как и вся страна пережила. И спад, и подъем, и так далее. Вот. Но, конечно, ожидается, потому что, во-первых, так сказать, это транспортная доступность. Вы понимаете, что в любое время вот с этой станции будут уходить ежедневно, так сказать, поезда, пассажирские, грузовые. Вся станция забита грузом. Мы уже около 800 тысяч тонн в этом году точно переработаем груза здесь. Это большое количество. Это сотни машин, которые везли. Конечно, ожидания сбудутся всех, потому что это транспортная доступность, это устойчивое сообщение, это надежность перевозки, качество, скорость. И в любом случае ни от кого не зависит всепогодный вид транспорта, который сегодня здесь у нас присутствует на этой станции. Ну, очевидно, что работа проделана огромная, чтобы в Якутске функционировали постоянные перевозки. Вот можете немного подробнее об этом рассказать? Безусловно, с точки зрения строительного комплекса, дорога построить 800 километров железной дороги в два этапа до Томота и с Томота до Нижнего Бестяха. Это, безусловно, большая работа. И была построена масса внеклассных мостов, больших мостов, свыше 500 метров. Я хочу сказать, что в районе Нерюнгри, Чульмана было построено 5 мостов, длина которых сопоставима с Ленским мостом. Поэтому тут такая маленькая деталь, которая существует, масса земляных работ было сделано, станций, все-таки 20 станций разъездов, локомотивное депо, инфраструктура, вся вокзалы, вот эта вся красота, которую вы видите, грузовые двора, значит, это было действительно все построено. Кроме этого, нужно было вдохнуть жизнь стройки, нужно было закупить тепловозы, не как паровоз сейчас мы видим ходит, а современные тепловозы, которые присутствуют у нас на железной дороге, современные связи, современные средства связи, телекоммуникации. Большая работа проделана людьми. Хотелось бы как раз-таки спросить про финансирование. Сколько все-таки средств было вложено для того, чтобы вот мечта многих жителей республики притворилась в жизнь?
Ну, вы представляете, 34 года строилась. Тогда еще были советские деньги, советские рубли. Потом вот эти периоды, когда не миллионы рублей были, потом опять и сейчас. Но если сказать, сколько сегодня стройка стоит, то вот эти 800 километров железной дороги стоят как минимум 500 миллиардов рублей. То есть, если вот сегодня построить, взять с нуля, построить эту железную дорогу, то нужно 500 миллиона средств потратить на строительство этой дороги, на обустройство на нее. То есть, в сопоставимых ценах. То есть, это очень большие деньги, которые в разный период были в разными правительствами вложены, но они сегодня на якутской земле, они сегодня работают для граждан. Вот видите, какой, так сказать, у нас, значит, звук хороший. Это мы показываем, как работали в 50-е годы наши дороги. И сегодня это можно увидеть, какие средства сегодня и какая была. Вот так, Кстати, на праздничном мероприятии. вот так он будет идти на праздничном мероприятии, вот так он будет на праздничном мероприятии, показывая, так сказать, преемственность поколений, преемственность технологий сегодня. Ну и вот это, кстати, преемственность и в рублях. Да? Кстати, Раньше это стоит- эксклюзив для жителей, для телезрителей телеканала Якутия-24. Завтра этот поезд будет на торжественном Да. мероприятии. Наши телезрители все видят первыми. Да, вы видите впервые на прогоне, вот на репетиции этого проезда, это действительно вы увидели впервые, сняли этот проход Момент. этого паровоза. Поэтому по деньгам это трудно сказать, сколько сегодня вложено, но сегодня это стоит вот такую сумму. 500 миллиарда, ой, 500 триллиона. Хотелось бы еще спросить, очевидно, что при строительстве использовались современные технологии. Вы можете об этом рассказать? Да, безусловно, много современных технологий использовано. Это и защита от вечно мерзлых грунтов, там применялись, так сказать, и навесы, и многие, так сказать, средства. Защищено много научных работ, кандидатских на это. Здесь применена современная технология СЦБ, это система централизации и блокировки. Это вот то, что я говорил про, значит, про светофоры, про движение, про управление движением. Здесь у нас все уже на современных стоит система ВОЛС. У нас уже давно лежит кабель волокна здесь внутри тела насыпи, по которому мы работаем. У нас одни из современных, так сказать, тепловозов, не паровозы, а современные тепловозы, которые применяют на сегодня наиболее эффективную систему дизель-генераторных установок. Это наша модернизация тепловозов, где применены система, так сказать, ну, сейчас модно говорить, значит, которая произведена в России, но импортного, так сказать, импортного замещения. Вот так. Мы сделали это все в России, это все сделали в Кирове. Ну, там есть элементы иностранные, так сказать, но это наиболее современные тепловозы, которые отвечают всем требованиям европейским, мировым, и которые действуют, опять же подчеркиваю, только на территории Якутии. У нас 2 предприятия в России, которые их используют. Это мы здесь, и Мечел, который использует это на Эльге, на подъездном пути к Эльгинскому месторождению, тоже территория Якутии. Они взяли опыт наш. Это хорошие тепловозы, которые показывают эффективность. То есть много таких технических решений, которые были применены, которые сегодня граничат на современных, так сказать, этапах. Можно сказать, что сделано качественно на века. Безусловно. Это не то, что на века, на столетия сделаны. На столетия, на несколько столетий, потому что уровни паводков брали 300 лет. То есть поднятие рек, поднятие воды в реках, которое использовалось при проектировании, бралось 300 лет. То есть на 300 лет рассчитаны, значит, вот водопропускные трубы, мосты, высота насыпи и так далее. Василий Владимирович, ну не могу не спросить про тарифы. Вот 25 июня началась продажа билетов от Нижнего Бестяха до Нерюнгри. Мы перед тем, как записывать с вами интервью, зашли на сайт РЖД, посмотрели стоимость. Вот там... Билет взяли? Билет не взяли. Жаль, Но надо было посмотрели взять билет. стоимость. Так вот, Надо обязательно билет стоит он от 3000 рублей, вагон-купе. Вот в связи с этим у меня вопрос. Вот эти цены установлены только на 2019 год. В следующем году повышения не будет?
Тарифы это устанавливает Федеральная антимонопольная служба. Они едины по всей сети российских железных дорог. Повышение будет на следующий год, но это 2-3% будет. Они незначительно по разным направлениям, по-разному. Действительно, вы взяли, наверное, самый дорогой билет. Посмотрели самый дорогой купейный билет. Потому что если взять более билеты, которые плацкартные и общие, которые субсидируются государством, там цены очень дешевые. Я могу сказать, что билет с Нижнего Бестяха до Благовещенска будет стоить в пределах, до Благовещенска, в пределах общий билет 900 рублей. Да, довольно низкий, потому что там субсидированы. Вы взяли рыночный билет, который купейный, они не субсидируются государством, а общие и плацкартные. Поэтому билеты там можно для любого кошелька, для любого, так сказать, пассажира найти свою стоимость билета. Вот также в медиапространстве сейчас активно обсуждают о том, что стоимость отправки грузов до станции Нижний Бестях снизится до 25%. Вот вы как эту ситуацию можете прокомментировать? Я могу сказать, что это в среднем до 25%. На некоторые виды груза еще больше снизится, до 40% груза. Какие, например? Например, на строительные материалы. Если этот груз, вагон идет издалека, скажем, с европейской части, с Москвы, с Новосибирска. Если маленькое расстояние, он грузится, скажем, в Хабаровске или, скажем, в той же Тыне, там скидка поменьше будет, потому что скидку наш грузополучатель увидит большую, когда большое расстояние. До 25-40% вот такая скидка будет. Я могу сказать, что, вот на камеру сказать, что после запуска вот этого нашего прейскуранта Дизель-01 до станции Нижний Бестях, нефтепродукты, которые будут здесь перерабатываться, доставка их с Ангарска, с основного места нашей работки, будет дешевле 500 рублей на каждый литр. И мы посмотрим, значит, 27-го, вот запустимся 28-го, 29-го, ну пускай первые вагоны придут по новому тарифу сюда числа 15 августа. Смогут же наши нефтяные трейдеры, нефтяные, так сказать, компании, которые сегодня на 500 рублей снизить на заправках топлива. А мы снизим перевозку сюда и посмотрим, куда эти 500 рублей кто забрал. Кто снизит на своих заправках, вот их будет. Кто не снизит, значит, они их себе присвоили. Но мы по тарифу примерно 500 рублей, каждый литр дешевле будет доставка в Якутию. Это с Ангарска только. С Омска еще будет дешевле. Василий Владимирович, мы с вами проговорили и про историю, и про тарифы. Вот все-таки хотелось бы узнать, какие вагоны будут перевозить наших жителей. Я вот читала, что закупили 3 вагона ресторана даже. Вот где вы их закупили? Какие они будут и будет ли там Wi-Fi? Ну, на все по порядку. Действительно, мы закупили, потому что нужно было купить большое количество вагонов. В России выпускает один завод, всего выпускает вагоны пассажирские, это Тверской вагоностроительный завод. Мы смогли, там очень плотная программа для российских железных дорог, расписана наперед. Мы в срочном порядке закупили там 2 вагона плацкартных, которые будут курировать. Кстати, они будут ходить у нас на Благовещенск, новые вагоны. Поэтому мы купили там. А вагоны-рестораны, к сожалению, за последнее время нигде в Российской Федерации вагоны-рестораны не выпускались. Поэтому мы нашли, наши, так сказать, советские вагоны, нашли их в Литве. В Вильнюсе. Мы их купили там с торгов, закупили их туда. 3 вагона ресторана. Они в очень прекрасном состоянии, в хорошем состоянии. Отремонтировали их в Великих Луках. Отремонтировали. Они будут ходить. Они отвечают всем требованиям. Все там будет хорошо. Но, к сожалению, Wi-Fi там пока не будет. Потому что наши уважаемые сетевики, мегафоны и прочие, так сказать, трафик вдоль железной дороги, к сожалению, пока устойчиво обеспечить не могут. Но мы при желании, так сказать, и при возможности технической с удовольствием это все сделаем. И Wi-Fi там будет работать. Но пока нет технической возможности, мы не сможем получать внешний источник, так сказать, интернета вдоль линии. А в вагонах рестораны, это очень хорошие рестораны, современные, так сказать, все там будет. Вкусно и питательно. Обязательно будет, безусловно. Вот 29 числа, кто первые пассажиры поедут, те попробуют. Кстати, гости, которые будут участвовать в наших мероприятиях, мы их будем кормить здесь уже в вагонах-ресторанах, которые будут стоять на перроне. И впервые, может кто-то не впервые, пообедают в праздничное мероприятие 27-го, пообедают как раз, значит, в вагоне-ресторане. А вот про вагоны-купе, плацкартные?
Плацкартные вагоны общие, ну, два типа, купейные и плацкартные вагоны. Купейные вагоны, как я говорил, мы закупили, у нас и свои вагоны были. Это те, которые вагоны будут курсировать на нашей дистанции здесь по якутским железным дорогам и до Благовещенска. Кроме этого, мы сюда будем запускать вагоны федеральной пассажирской компании. Это российская компания, которая, эти будут дальнего следования, которые эти будут на Хабаровск, на Москву. Они будут с периодичностью раз в неделю, раз в 10 дней, ну по потребности. Будет возрастать потребность, мы количество вагонов будем увеличивать. Поэтому вагоны все хорошие, современные, отремонтированные. Ну всегда, так сказать, там найдется, так сказать, уют и место, и чай в подстаканнике всегда будет. Подстаканники будут всегда. Это традиция. Хотелось бы еще узнать, как часто будут курсировать поезда из Алдана до Нижнего Бестяха? Сегодня мы запускаемся через сутки. Через сутки, пока тут будет ходить порядка 5 вагонов. Но по мере увеличения потребностей в пассажиропотоке мы будем увеличивать. Тут для нас сегодня главное увидеть потребность в это дело. Не для того, чтобы привезти сюда 15 вагонов, чтобы они стояли, чтобы показать картинку, что вот мы можем привезти 15 вагонов. Это не сама цель. Мы можем и 20, и 40, и 50 привезти. Составы грузовые мы вводим 57 вагонов. Так что у нас возможности все есть на это. Но мы будем отправлять по потребности. Если мы увидим, что пассажиропоток на неделю, на 2 билеты раскуплены, мы будем добавлять вагоны, которые, так сказать, будем этот пассажиропоток снимать. Но я думаю, что основной пассажиропоток будет это следующее лето. Безусловно, пока мы сейчас войдем в осень, пока люди уже, многие съездили в отпуска, возвращаются с отпусков, а на следующее лето будут планировать уже отпуска по железной дороге, поэтому пассажиропоток увеличится на следующее лето. И тогда уже мы возможно, будем двигаться ежесуточно. Каждые сутки в 10 утра, он примерно в 10 утра будет уходить поезд, и будем. Более того, мы сейчас прорабатываем возможность продажи дополнительного билета к основному билету. Так называемые мультимодальные перевозки, как раньше в Крым возили. По этому билету человек может с привокзальной площади уехать до причала. Там вы увидите, что мы строим павильон ожидания. И там на Марлинах переправиться на ту сторону, а в зимнее время автобусами отсюда уехать до автовокзала. При желании пассажира купить отдельно билет, ну, кто-то может родственники встретить, может не покупать, но кто-то, если хочет уехать до Якутска, эту возможность мы будем осуществлять. Вот эту работу мы сейчас проводим, отрабатываем все ценовую политику и так далее. Это будет запущено в ближайшее время. Еще бы мне хотелось спросить про персонал. Скорее всего, вы набирали новых проводников. Вот сколько их, где они обучались? Ну, проводники – это не самая большая, так сказать, категория и численность персонала, которая задействована здесь, на этом участке. Здесь достаточно много работает и в сфере управления, движения и путейцы, так называемые, которые обслуживают путь. На сегодняшний день на станции Нижний Бестях работает порядка 180 человек. Если пойдет там 5 вагонов, то это там 5 проводников. Ну, понимаете, разница. Поэтому, безусловно, мы вот за 3 года с лишним, что мы эксплуатировали железную дорогу здесь во временной эксплуатации, мы, естественно, готовили проводников, готовили, значит, персонал для работы здесь, на станции Нижний Бестях, да и в целом по железной дороге. Но в основном у нас это кузница как бы своя, это станция техникум, транспортный техникум Нижнего Бестяха, где мы основную профессию, это путейцы, движенцы, готовим здесь. И ребята в основном местные у нас здесь уже работают. А вот проводники это готовятся в системе обучения это федерального агентства, это в техникумах и в училищах, так сказать, это в Свободном и в Хабаровске. Это вот мы направляли, вот, и в этом году будут студенты работать проводниками у нас. Ну, проводники, резерв проводников, у нас место дислокации это в Томоте. Мы для них на следующий год будем там строить жилье в Томоте, потому что это серединка, и понятно, что там они меняются, замена, поэтому там обслуживание вагонов, ремонт вагонов, техническое состояние.
что резерв проводников, так называемый, у нас находиться будет в Томоте. Они сюда будут приезжать и назад возвращаться. Поэтому, конечно, готовили будут и со всех. Мы для открытия пошили парадную форму, новую, вы увидите. Она отличается от общесетевой российской. Это будет новая, с элементами, так сказать, нашей национальными, с элементами. Очень красивая форма. Мы проводили конкурс, выбрали дизайн. И вот на открытии проводники поедут именно в такой форме, уже красивой, современной, удобной и с элементами декора, такой хорошей форме. А, кстати, проводников больше кого, мужчин или женщин? Пока женщины. Все-таки это более женская услуга. Все это сфера услуг, где надо внимание, где надо улыбнуться. Мужчины более, так сказать, они суровые, более такие. Хотя бригадиры поездов у нас мужчины. Ну, Василий Владимирович, в завершение нашей беседы я бы хотела отметить, что действительно огромная работа проделана. Завтра наступает момент X, пройдут торжественные мероприятия. Мы видим, что здесь полным ходом идут работы, установлена сцена, люди здесь бегают, работают. Вот, скорее всего, у вас будет бессонная ночь. Вы угадали, вы угадали. Дело в том, что я хочу маленькую ремарочку сказать. Я в свое время закончил институт с абсолютно красным дипломом. Получал стипендию имени Ленина, и у меня везде отал. И вот там я сдавал порядка 50 экзаменов, и я все время перед каждым экзаменом не мог сделать никакую ошибку, мне нужно только сдать было на отлично. И я все 50 экзаменов каждую ночь не спал. Вот это вот осталось. И вот прошло 34 года. Завтра, наверное, у вас 51-й экзамен. 51-й экзамен. Я точно ночью спать не буду. Я буду думать об открытии, как это все будет тут двигаться, как это все получится. Потому что, вы понимаете, построить железную дорогу – это как бы вот один шаг. А вот ее дальше эксплуатировать, вот это вот бремя вот эксплуатации, вот эта ответственность эксплуатации перед коллективом, перед людьми, перед пассажиром, это еще больше и сложнее, чем построить. Поэтому, конечно, тяжело будет сегодня ночью, но мы прошли все это дело, и завтра, 27-го, приглашаем всех на это мероприятие. Здесь будет очень интересно, здесь будет много конкурсов, будет много подарков для населения, бесплатных подарков, очень интересно много. Посмотрите хорошую культурную программу. Мы привезли и коллективы центральные, и из других регионов будут местные наши выступать. Поэтому будет очень интересно. Погода, надеюсь, будет хорошая, поможет, да, не подведет. Поэтому всех приглашаем на это мероприятие и ждем вас завтра здесь у нас на открытии первого пассажирского поезда и с началом открытия нашей долгожданной железной дорогой Беркакит-Томот-Якутск, а короче Аям. Василий Владимирович, огромное спасибо вам за интересную беседу. Мы уверены, что завтра все пройдет на высшем уровне. Это была программа «Актуальное интервью» с генеральным директором компании «Железные дороги Якутии» Василием Шимохиным. Мы говорили о развитии железнодорожного сообщения в Якутии.